Итак, здравствуйте, дорогие друзья. За окном пятница, 10 апреля 2026 года. И мы начинаем «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Правда, немножко в экстренном режиме. И я должен прямо сейчас кое-какие параметры изменить. Вы пока присоединяйтесь к нашему разговору для того, чтобы мы могли с вами нормально поработать. Так, пишите, пожалуйста, как у нас дела со связью, как у нас дела с картинкой. Это очень важно для понимания. Вот, потому что сам себе режиссер, как это говорится, была в свое время программа, да, на телевидении. Многие любили ее смотреть. Вот, но при этом с ограниченными возможностями интернета. И в этой связи вот как раз-таки я должен проверить важные расширенные свойства. Так, звука. Минуточку, дорогие друзья. Я надеюсь, что мы прямо сейчас с вами сориентируемся. И все будет у нас хорошо. Почему-то дизайн поменялся, и вот оно совсем по-другому все стало. Так. Количество кадров, которые отдает система, великовато для пропускной способности. Ну, не выйти сегодня было нельзя. Нам надо сегодня поговорить с вами о важных вещах. Вот, поэтому давайте. Соответственно, но вы пишите, главное, в чате, насколько видно, насколько слышно. Вижу, что Галина, Азат присоединяются к нам уже в разговоре. Огонь и картинка, и звук, пишет Рамиль Нуриев. Да, ну что ж. У меня пропуски кадров, понимаете, в чем дело? Я вижу в настройках пропуски. И мне бы надо найти срочно настройки вывода, чтобы их уменьшить. Хотя, наверное, уже поздно, да? В моменте я не смогу это делать. Хотя, давайте-ка попробуем сейчас. Вот таким образом уменьшим, и может быть, станет даже лучше. Вот так вот, сумбурненько, извините, начинаем. Я должен сказать, что да, пятница в Башкортостане 9 часов и 7 минут. В Берлине 6 часов и 7 минут. Вот, и мы, соответственно, давайте дальше двигаться. Вот, я кое-что важное нашел. Микрофон только прослушал.
Из какого времени он пропал, друзья? Вот я вижу, к сожалению, вот так вот. Ну что ж, я начну новости сначала, видимо. Да, с этого момента звук исчез. Но теперь он должен вернуться. Итак, новости. Иран пока не намерен полностью открывать Ормузский пролив. В рамках согласованного с США режима прекращения огня через пролив смогут проходить не более 15 судов в день, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя иранского правительства. До начала американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля через пролив в среднем проходило ежедневно, 140 судов с нефтью, природным газом, гелием и удобрениями. То есть нынешние несколько судов – это капля в море по сравнению с тем, что проходило раньше. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился на заседании Кабинета министров начать прямые мирные переговоры с Ливаном в кратчайшие сроки, говорится в заявлении его канцелярии. Сам он заявил о двух целях переговоров – разоружении Хизбаллы и историческом и устойчивом мирном соглашении между Израилем и Ливаном. Axios сообщает, что прямые переговоры между Израилем и Ливаном начнутся в следующей неделе в Вашингтоне. При этом режим прекращения огня пока не введен. Президент США Дональд Трамп за последние несколько лет нанес Североатлантическому альянсу больший ущерб, чем Владимир Путин за многие годы, заявил президент Чехии Петр Павел. Он бывший председатель военного комитета НАТО и отставной генерал Альянса. Выступая в Карловом университете в Праге, Павел подчеркнул, что критика Трампа в адрес НАТО в связи с войной против Ирана была, мягко говоря, несправедливой. Активист из Башкортостана Руслан Габбасов рассказал о предотвращенном покушении на его жизнь в Литве. По опубликованным в соцсетях видео основатель комитета Башкирского национального движения за рубежом пояснил, что попытка покушения была сорвана литовскими спецслужбами больше года назад. В организации покушения Габбасов обвинил российские спецслужбы. Накануне издания «Делфи» и «Вория» сообщили о задержании в Салониках подозреваемого в подготовке убийств двух человек в Литве, одним из которых был Габбасов. «Новая газета» подтвердила задержание журналиста Олега Ралдугина. В сообщении редакции говорится, что обозреватель задержан на 48 часов по подозрению в незаконном использовании персональных данных из корыстных побуждений. По статье о незаконном использовании персональных данных Ралдугину может грозить до 6 лет лишения свободы. Следственные действия в редакции «Новой газеты» накануне начались еще в первой половине дня и продлились до вечера. Суд признал 20-летнюю жительницу Волжского Варвару Луч виновной по статье в пропаганде символики экстремистских организаций и арестовал на 5 суток. Об этом сообщает издание В1. ОВД-инфо цитирует адвоката Луч, который сообщил, что причиной послужил старый шуточный ролик, в котором мелькнуло фото Ольги Бузовой с цветастым флагом. При переводах через российскую систему быстрых платежей с июля потребуется указывать ИНН. О новых правилах рассказал представитель национальной системы платежных карт Никита Юрков. По его словам, мера направлена на борьбу с дропперством. В отличие от номера телефона или карты, ИНН гораздо сложнее заменить и можно использовать как универсальный идентификатор. Позднее в НСПК уточнили, что указывать ИНН при переводе должны будут не сами клиенты, а кредитные учреждения, то есть банки. Вот такие вот у нас новости все-таки мы смогли с вами послушать за вчерашний день. Спасибо, что слушаете, несмотря на все наши перебои и сложности. Вот, и присоединяйтесь к нашей встрече и даже сообщайте о том, что же происходит. Выборы в Венгрии в это воскресенье. Как думаете, удержится ли марионетка Орбан? Спрашивает Азат. А как я могу думать? У меня же никаких данных и знаний по поводу Венгрии нет. Единственное, что я могу сказать, что я надеюсь, что он не удержится, безусловно. Потому что, вроде звучат какие-то опросы общественного мнения о том, что его партия отстает от оппозиции венгерской. Другое дело, можем ли мы
верить в чистоту выборов, хотя вроде Венгрия страна Евросоюза, и как бы институты вот эти вот, наверное, все-таки должны работать, в том числе институт наблюдения за выборами. И в этом смысле, наверное, грубых таких фальсификаций Орбан допустить, как Путин это позволяет себе, не может. И поэтому будем надеяться, что результат будет хорошим для мира и цивилизации, и плохим для Кремля и Путина, разумеется. Доброго утра, Наталья, спасибо, что вы с нами. Вот. И, дорогие друзья, пишите, кстати, что с интернетом. Как всегда спрашиваю, вчера вроде как WhatsApp у людей работали без всяких VPN-ов. Все очень по-разному происходит. День ото дня все это, как говорится, плавает, движется, меняется непрерывно. Вот. В новостях вы слышали, конечно, главнейшую новость вчерашнего дня о Руслане Габасове. И, в общем-то, да, я должен, наверное, буквально сходу об этом начать говорить, потому что вот уже и по времени мы с вами довольно долго встречаемся. Давайте попробуем все-таки, чтобы у меня все открылось, все заработало, и имею в виду вот источники информации, с которыми я... вот зачем-то я не те кнопки порой нажимаю. Но ничего, как говорится, зато живенько, зато в таком, знаете ли, нон-стоп формате. Так, значит, нет, давайте так, с конца начну. Вчера вечером стало известно, поздно вечером, даже у нас, я уже не говорю про Башкортостан, что накануне состоялось заседание Замоскворецкого суда Москвы по иску вашего покорного слуги к Министерству юстиции Российской Федерации по поводу присвоения изданию «Аспекты Башкортостана» статуса иностранного агента. Я сообщал, что будет подан иск, все эти формальные процедуры будут пройдены. К счастью, есть адвокат в Москве, который занят этим процессом. И вот вчера он представлял наши интересы в этом суде. Суд, разумеется, в иске отказал. То есть суд решил, что решение Минюста России признать «Аспекты Башкортостана» иностранным агентом верное. И иск в этом смысле остался без удовлетворения. Понятно, что будет апелляция и так далее, но не это в данном случае интересно. Интересны документы, которые адвокат получил от оппонирующей стороны. Я даже изучить их до конца еще не успел, но беглым взглядом пробежавшись, я увидел, что, знаете ли, они там, как говорится, веников не вяжут. Вот когда нас 21 ноября вносили в реестр иностранных агентов, этому предшествовала, скажем так, хоть какая-то, но все-таки подготовительная работа. Какие-то, с позволения сказать, эксперты готовили, так сказать, папочку. Папочкой назвать это сложно, но такие, знаете ли, весомые PDF-документы с кучей страниц, где вот эти вот, с позволения сказать, эксперты следили за нашей деятельностью все-таки. А в качестве ключевого аргумента, почему же нас признали иностранным агентом и почему этот статус у нас снимать не нужно, так вот этим аргументом называется тот факт, что мы у себя на площадке освещаем деятельность других иностранных агентов. И там перечисляются эти иностранные агенты. Певица Земфира Рамазанова, медиапроект «Говорит не Москва», например. Руслан Габасов, Федор Телин, Ростислав Мурзагулов там фигурируют. Приводятся ссылки на некоторые новости от примерно сентября-октября прошлого года, где мы упоминаем этих людей и эти фамилии. При этом мы каждый раз в тот момент, по крайней мере, отмечали у себя в новостях, что тот и тот являются иностранными агентами. Как вы видите, для того, чтобы самим стать иностранными агентами, бесполезно что-либо делать. Упоминаешь ты то, что человек таковым является, или не упоминаешь, все равно тебя делают иностранным агентом. Вот. Дальше там упоминается, что ваш покорный слуга живет на территории Федеративной Республики Германия. Написано с октября 2022 года, что является неправдой. С декабря. Вот. И это я так на всякий случай сообщаю.
Вот. Ну и всякая бредятина о том, что мы не поддерживаем политику государства, критикуем проведение там специальной военной операции, прочая ересь также перечислена. Ни слова нет, конечно же, про иностранное финансирование. По-моему, даже я там увидел, правда, надо проверить, что есть такая фраза: наличие источников иностранного финансирования не подтверждено. Знаете, если это так, то наш кейс является таким замечательным подтверждением, что на сегодняшний день для того, чтобы стать иностранным агентом, вообще никакие иностранные деньги не нужны. Достаточно просто, не нравится властям. И достаточно того, чтобы власти нам или кому угодно не нравились для того, чтобы сделать их иностранным агентом. В общем, мне кажется, это очень интересно и любопытно. Это такая вот историческая справка, будем говорить, которая пригодится в будущем. Впрочем, именно для этого, скорее всего, все-таки был смысл каким-то образом заниматься всеми этими судебными тяжбами. В общем, интересно. Так, они, наверное, от даты выдачи визы отталкиваются. Ну так могут, конечно, отталкиваться. Так откуда у них эта дата? Так, я вообще визу получал за пределами России. Неужели германские власти эти данные дают? В общем, там есть любопытные сведения, которые вызывают такую ухмылку, типа, ничего себе, откуда вы это знаете? Следили, что ли? Ну, там, типа, вот как-то так. А есть вещи, которые, ребята, можно было проверить получше. В общем, мы разберем с Женей эти документы более подробно и как-то что-то с этим сделаем, расскажем как минимум, да? Вот. Ну, и главное, понятно, что мы себя, конечно же, иностранными агентами не считаем. По сути, по смыслу, иностранными агентами являются те, кто сейчас в России у власти, потому что именно они являются врагами страны и ее народа. Вот, а мы являемся друзьями страны и ее народа, потому что мы хотим стране будущего нормального. И поэтому как раз-таки называем вещи своими именами. То есть все ровно наоборот. Вот. Это что касается нас. Теперь, что касается новостей. Значит, все-таки я как-нибудь их открою сегодня или нет. Накануне у нас было 9-е. Да. Итак, стало известно о Руслане Габбасове. Давайте я сначала процитирую то, что писали об этом медиа, скажем так, да. Ну, я уже, конечно, озвучил главную мысль. Так вот, сначала издания Вория и Делфи сообщили, что в греческом городе Салоники по литовскому ордеру был задержан 55-летний мужчина по обвинению в планировании убийства двух активистов. Одного литовского, собственно, а другого проживающего в Литве политэмигранта. Там было сразу понятно, что речь про Габбасова, да, и он сам об этом тоже публично быстренько заявил и подтвердил. Значит, если грубо, если коротко, почему грубо? Вполне себе нормально. 12 марта 2025 года планировалось его убийство. То есть он вместе с женой и ребенком возвращался домой, и вроде как вот в этот самый момент, когда он приближался, скажем так, к дому, должно было это случиться, но спецслужбы Литвы вовремя об этом узнали, и вот в этот самый, скажем, момент пресекли это действие. Как именно там это все происходило, данных нет. Это, наверное, пока еще остается тайной следствия, потому что впереди, судя по всему, суды над теми, кого удалось выявить и кого удалось задержать. Вот. Но тут надо сказать, конечно же, это ярчайшее и вопиющее событие одновременно. Вот. Много споров происходит в политической среде, даже между соратниками, даже между идейными союзниками. Понятно, что между противниками по принципиальным вопросам споры и всякого рода дискуссии, они наиболее жаркие и доходят даже до уголовного преследования со стороны властей. Но, безусловно, физическое устранение оппонентов – это то, что, мне кажется, совершенно недопустимо и никак не может быть оправдано ни с чьей стороны, ни при каких обстоятельствах.
В этом смысле, конечно же, я очень рад тому, что это не случилось, и очень рад, что литовские спецслужбы такие молодцы и сработали так качественно. Вот, целая группа, получается, злоумышленников работала на Кремль, на спецслужбы и пыталась совершить это ужасное преступление. Сообщается, что один из главных действующих лиц этой истории вроде как даже в Германии находится, и он не обнаружен и даже не вычислен. И это отдельная, конечно, история, которая наводит нас, живущих здесь, на дополнительные мысли и тревогу. Кстати, что вы об этом думаете, пишите. Вот. Здесь, насколько я понимаю, насколько я могу судить внешне, ситуация с выявлениями таких вещей гораздо хуже. Здесь гораздо больше людей, и, мне кажется, процент силовиков, скажем так, которые за это отвечают, на душу населения гораздо ниже. Вот поэтому рассчитывать, что, например, здесь такого рода операция может пройти успешно со стороны власти, мне кажется, не приходится, хотя, может быть, я и не сильно в курсе, но так или иначе. Обратите внимание, каким образом действует система, каким образом действует режим. И ведь ничто не мешает режиму это делать. По миру спокойно передвигаются граждане разных европейских государств, которые прямо сочувствуют и даже напрямую работают на этот режим. Вчера читал пост замечательного общественного деятеля Марата Гельмана, который в самолете столкнулся с двумя мужчинами с украинскими паспортами. Ну, то есть граждане Украины. Понятно, что им зеленый свет везде, и дороги открыты, пожалуйста, нет проблем, вы же бедные несчастные украинцы. А эти двое кто такие? Конечно же, запутинцы с таким, знаете ли, нарративом о том, как Советский Союз надо возродить. И причем, судя по всему, судя по тому, что пишет Гельман, они, прям не просто такие болтуны какие-то, да, которые просто мечтают об этом. Таких людей много. А они, судя по всему, деятельно в этом участвуют, за что получают деньги. В общем, все это очень плохо, это ужасно, это тревожно одновременно. И, с другой стороны, иного ожидать было нельзя. Вот. Но при этом от этого легче, конечно же, не становится. В общем, вот тут юзер P2SP пишет: 2 телефона, один для Google, YouTube и т.д. с VPN, другой для всего остального, банки, mail и т.д. До Макса нет, даже у ребенка, школьника нет. Это вы сейчас про кого? Это вы про себя, видимо, пишете, да? В общем, так. Ага. Да, делитесь, кстати, своими опытами того, как вот вы это все делаете, как это вы все используете. В общем, это вот то, что на поверхности, да, по этой теме. То есть политических оппонентов силовики российские готовы убирать. Опять же, было это ясно и раньше, мы знаем пример Алексея Навального, еще какие-то отдельные частные примеры. Но вот так публично посреди европейских столиц это делать, вроде как в последнее время, совсем в последнее время, ничего такого не слышали. Второй момент, который приходит на ум, вы посмотрите, опять же, насколько получается там обеспокоенный деятельностью таких людей, как Руслан Габасов. Вот. Вы прекрасно знаете, например, то, что меня лично очень сильно смущают, возмущают, огорчают многие вещи, связанные с его деятельностью, по крайней мере, в части высказываний, в части разжигания определенной ненависти, межнациональной розни, если хотите. Хотя не люблю эту терминологию государственную. Вот. Я бы делал иначе, но это я бы делал, да? Вот, здесь это его дело. Вот. И, соответственно, есть глубинные, скажем так, первоосновы, на которых держится его платформа. И это, мне кажется, совершенно независимая вещь, которая существует и, самое главное, будет существовать вне зависимости от того, занимается этим конкретный человек или не занимается, тем более на сегодняшний день. Более того, если люди будут узнавать о том, что
конкретного политического деятеля пытались убить, то они будут задумываться о том, а не делает ли он что-то действительно правильное, а не посмотреть ли нам повнимательнее на то, что он делает, и не присоединиться ли нам к его платформе, скажем так, с ним или без него. В общем, логика здесь так себе, мягко говоря, у системы, но с точки зрения запугивания конкретных людей, это, конечно же, так или иначе действенный метод. Тут никаких сомнений у меня нет. Вот. В общем, можно тут, наверное, бесконечно на эту тему говорить и провести сегодняшнюю всю встречу, говоря только об этом, но мне кажется, вроде как основные мысли я озвучил. Вот. Будем, как говорится, следить внимательно и за этим кейсом, и, в принципе, следить за всем, что вокруг происходит, но эта ситуация приводит к выводу о том, что случиться может самое разное, с кем угодно, где угодно и совершенно в неожиданное время, без каких-либо планов и предупреждений, назовем это так. В общем, вы тоже пишите, пожалуйста. Так, что вы думаете? Вот пишут иероглифы, что покушение на Габасова связано с нациками, как русская община, либо с самим радиоактивным. Да ну... Всякий раз поражаюсь, когда преувеличивают способности и ресурсы республиканской власти. Какой Ради Хабиров? Да вы что, боже мой, нет, конечно. Вот. И эти самые тоже клоуны, которых вы называете русской общиной и нациками, ну, они же тоже ходят под теми, кто реально это все организует. Вот. Понятно, что они делают это не своими руками, а руками вот этих вот, знаете ли, придурков, о которых я говорил выше. Полна Европа этих людей. Там, видите, список-то этих граждан Грузии, Украины, Белоруссии, Литвы. Интернационал полный. Это все вот эти вот люди, оставшиеся ментально в советском прошлом, которые мечтают возродить великую империю под названием Советский Союз. Вот. У них паспорта различных свободных стран, и они, как бы не имея нормальной цели в жизни, с удовольствием исполняют всякого рода заказы, грязные поручения вот этих вот специальных служб нашей с вами многострадальной Родины. Вот. А те, о ком вы говорите, я абсолютно убежден, тут не имеют никакого значения. Руслан, вы тоже берегите себя. Да, вот, ну, в общем-то, я об этом и говорю. Спасибо вам. Вот это, во-первых, да. Ну и, соответственно, дальше, что ли, пойдем коротко, да, потому что у нас сегодня есть еще озвучить. Хотя вот действительно я очень хотел сегодня обязательно выступить, выйти в эфир по двум причинам. Обе из них мы уже успели затронуть. Это покушение на Руслана Габасова и решение Замоскворецкого суда отказать нам в иске об избавлении нас от статуса иностранного агента. Итак, если... Итак, есть ли у нас что-то важное? Ну, в некотором роде вдогонку. Вот публикация в «Коммерсанте», я ее обнаружил и подготовил еще до того, как узнал об этих новостях, о которых мы говорили выше, но очень даже в тему. Оппозиционные каналы в Башкирии распределили по политическому спектру. Удивительный, значит, заголовок. Кто распределил, какие каналы? Но как только когда говорят про оппозиционные каналы, ну, я, например, сразу начинаю думать, не обратили ли внимание на нас? Вроде как власти нас тоже относят к оппозиционным каналам, хотя мы являемся всего лишь каналом независимого СМИ. Я на всякий случай подчеркиваю, это две большие разницы. Так вот, цитаты просто послушайте. Публикация «Коммерсанта». Информационное пространство в Уфе и Стерлитамаке на постоянной основе прокачивается оппозиционными акторами левого, либерального, националистического и экологического толка. Об этом заявил директор Центра гуманитарных исследований Минкульта Республики Марат Марданов. Где-то я это имя уже слышал.
Это все прозвучало на республиканском практикуме семинаре по вопросам государственной и национальной политики. И он выступил с докладом о мониторинге информационных рисков и угроз в этноконфессиональной сфере. Запись была опубликована на странице Дома дружбы народов во ВКонтакте. На основе этого была, соответственно, опубликована статья. Но вот сейчас я прямо в моменте тоже проверю, конечно. Вечером вчера мы обнаружили, что видео удалено, да, оно и сейчас уже удалено. Представьте себе. То есть какой-то провластный тип рассказывает о том, как, значит, надо бороться с оппозицией, но даже это является крамолой, и это удаляется с публичных страниц. Какой-то вообще бред. Так вот, из презентации Марданова следует, что к либеральным оппозиционным ресурсам относятся каналы «Открытая политика» Андрея Потылицына, «Гражданский союз Уфа», наша молодежь, значит, там тусуется. Дальше «Рассвет Башкортостан», «Яблоко Башкортостан» и «ЛПР Башкортостан». Никаких аспектов в списке нет, хотя у нас, знаете ли, по подписчикам, ну, наверное, больше, чем у многих в этом списке, точно больше. В числе публичных площадок башкирских националистов указаны портал Пруфы, каналы «Патриоты Башкортостана», «Башкорттар Берземлеге», а также страница психолога Ильгиза Байгускарова. А где, знаете ли, Руслана Габасова тогда, значит, ресурсы, если вы на том пытаетесь как бы свой доклад построить? И причем здесь пруфы? В каком месте пруфы и национализм на сегодняшний день? Опять же, бредятина. Дальше левое крыло – это Альберт Рахматуллин, активист, Рустам Хафизов из КПРФ, некая группа Ротфронт Уфа. Кто-нибудь слышал? В общем, все вот эти вот товарищи что делают? Они проявляют активность и создают потенциальные риски для политической стабильности. Оказывается, мы никаких рисков не несем, а вот эти вот, знаете ли, несут. Потрясающе. Значит, вместе с тем, лидерами по числу публикаций, которые негативно влияют на внутриполитическую повестку в регионе, остаются иностранные источники все-таки, добавляет он. В первом квартале года на такие ресурсы пришлось более 1800 публикаций, что составляет 42,4% подобного контента. Они аж в десятых долях контент считают. Видимо, имеются в виду здесь вот и наши все-таки публикации. Скорее всего, нас относят к этой категории. Ну, в общем, какой абсурд, боже мой. Ай, вот и адвокат Павел иронизирует. Главная скрепа — бояться либерастов. Получается, Руслан не либераст. Ну, вот как-то так получается, да. Ну, я, наверное, все-таки отношусь к иностранным. Мы же вот, читая публикацию, пришли к такому выводу, так скажем. Так. Вижу, вы тут полезную дискуссию ведете о том, что можно скачивать и что нельзя. Правильно делайте это. Кстати, пользуясь случаем, скажу, что тут вот в разговорах на тему там, обхода блокировок, освобождения от цензуры, обнаружил тему. Если вам будет интересно, вы сообщите. Короче, хорошие люди делают для россиян, так скажем, сим-карты роуминговые иностранных операторов. В общем, вы получаете QR-код, устанавливаете на свое устройство, если оно поддерживает, ну, нужно такое устройство, устанавливаете eSIM некоего иностранного оператора и пользуетесь свободным интернетом. Правда, трафик ограничен и рекомендуется использовать только для, ну, скажем так, мессенджеров, не тратя большое количество объема данных на просмотр видео, например. Насколько я услышал, 1 гигабайт такого свободного интернета для иностранцев стоит, по-моему, 2 евро. Что-то такое, 200 рублей за гигабайт, грубо говоря. Конечно, дороговато, вот, но для экстренных каких-то нужд, мне кажется, хорошая штука, и владеть ею в качестве дополнительного, значит, ресурса можно и нужно, скорее всего. В общем, подробностей пока у меня тут нет, но вот люди, которые прямо сейчас
внутри страны тестируют эти штуки, говорят, что интернет, во-первых, летает, во-вторых, полностью неподцензурный. То есть тот самый свободный, который был у нас хотя бы там, до 22 года. Все эти меты, фейсбуки, инстаграмы, ватсапы, телеграммы, ютубы, все это работает. Вот такой интересный момент. Да, про eSIM рабочая тема, пишет нам человек с иероглифами. Так, Руслан, ваше мнение, Альберт Рахматуллин к какому берегу прибился? Да ни к какому берегу он не прибился, мне кажется. Альберт, он в этом смысле у меня всегда вызывал уважение. Он занимался важными насущными вопросами. Идеологически он был всегда близок к КПРФ, но понимая, в каком болоте сама КПРФ находится, и башкортостанское отделение в частности, он и их критиковал. И он как был сам по себе, так и есть, мне кажется. Вот. Понятно, что выше головы он сейчас, как и любой другой человек, прыгнуть не может и говорить вещи, называть вещи своими именами полностью тоже не может, но тут, как говорится, время такое. Вот, поэтому в любом случае я шлю, как говорится, лучи поддержки Альберту Рахматуллину. Так, что еще отмечу? К сожалению, ожидаемо, но, к сожалению, в Уфе будет таки улица Жириновского. Она расположится на территории Ленинского и Демского районов. Согласно результатам повторного голосования, 2761 житель проголосовал «за», и только 1901 житель выступил против. Против тут довольно много. При этом не подавляющее, но большинство «за». Фигня, конечно. Это будет какой-то, судя по всему, переулочек где-то там в Забелье, в деревне и так далее. Никто эту улицу особо не заметит. Но осадочек-то, как говорится, есть. И пунктик остается, который нужно зафиксировать на будущее для того, чтобы этот вопрос исправить в нормальную сторону. Так. В общем, вот это и... Ну и все, пожалуй. Ладно, так и быть. Все равно картинок, фотографий никаких нет, чтобы вам показывать. Эфир у нас сегодня произошел немножко спонтанно. Точнее, он произошел по плану, но технически были проблемы. Я это делаю один без режиссера, поэтому без фото-видео-сопровождения. Но вроде в целом хорошо слышно и видно. Это очень хорошо. В общем, друзья, жду ваших комментариев всяческих на тему главных тем дня, недели даже. Вот. Ну, а мы, соответственно, будем как-то жить дальше, насколько это возможно и насколько долго это возможно. Вот. Желаю вам удачи, будьте осторожны, будьте здоровы, хороших всем выходных и до встречи на следующей неделе. Соответственно, всем пока.